Маш Дуал, Сахам Сурнокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И как вы увидели в названии, у меня сегодня форс-мажор. Я вчера до поздней ночи делала подготовку на сегодняшний заказ. Но мне встала в 5 часов утра, начала уже дальше подготавливаться к заказу. Но моя заказчица написала, если вы приготовили, то, что вы приготовили, я заберу. Но если вы не все приготовили, то не готовьте. У них тоже оказался такой форс-мажор, можно сказать. К ним должны были приехать гости, но гости не приехали. Не то, что не приехали, сказали, что сегодня не едут. И поэтому у меня так получилось, что готовить эту продукцию не надо. А у меня еще заказ сегодня, девочки, из 23 куриц мне нужно сделать куриный шашлык. Шашлык я вчера замариновала, все сделала, да и к этому заказу, как видите, практически все подготовлено. Да, я еще думаю, сниму-ка я, время есть потихонечку, потому что к 10, к 11 часам только мне нужно было, чтобы это было все готово. Начала ставить, подготавливаться, а потом раз, она написала, позвонила. Я немножко, нет, я не расстроилась совершенно, потому что это все мне нужно в заморозке. Это все пригодится. Просто немножко сидела в телефоне. А сейчас все-таки хочу доделать все это, довести до ума и поставить в морозилку. Ну и решила все-таки, а почему бы и не снять, если даже не будет готового результата. Я сначала думала, не буду снимать. А сейчас решила все-таки досниму. Так, что у меня? У меня еще в морозилке много чего. Это вот осталось. В заказе у меня было только 7 люля-кебаб мясных. Мне так поздно уже хотела спать, я оставила. И сегодня вот это вот просто без вас доделала. Раньше мы делали без шпажек люля, готовили без шпажек. Потом уже запекали в духовке, и потом только одевали шпажки. А сейчас мы немножко по-другому начали делать люля, и немножко подлиннее. Просто мне очень нравится, я Танзиле все время говорила, Танзила, мне очень хочется, чтобы люля были подлиннее. Ну, в духовке все-таки они не такие, конечно, как на этом, на гриле или на мангале. Так, все, это у меня. Сейчас покажу вам сначала, потом еще подготовлюсь, я еще не вся готова. У меня еще не все готово. Значит, это будет у меня мясо по-французски. Друзья, да, действительно, просто некоторые начинают писать и про арабский, и про французский. Это просто все упрощенном варианте, потому что, например, ладно, вот такое количество приготовить не так сложно. Но когда у нас бывает свадьба, маулиды, когда на 100 человек, на 200, на 300 начинаешь готовить, конечно, сложновато из отбивного делать мясо по-французски. Да, вот эта вот основа должна быть отбивная, картошка, лук, помидор, сыр и все остальное. Если даже мы, в принципе, не шеф-повара, но какую-то технику все-таки мы знаем. Я не претендую ни на шеф-повара, ни на того, что прям вот супер-пупер готовит. Я просто, девочки, друзья, показываю, что я делаю. Я не учу. Просто людям интересно, чем я занимаюсь на сегодняшний день, да? И вот я констатирую, показываю факт на сегодняшний день, чем я занимаюсь. Вот такие вот заготовочки. И, как я сказала, я совершенно не расстроилась от этого. Заказчики еще будут. Дал Эндали, не будет тоже ничего страшного, это будет мне тоже в заморозке пригодится, потому что и у меня тоже, как и у всех, и бывают и гости, и случайные гости, и непредвиденные гости, да и самим тоже мальчикам я часто раз они немножечко приехали, например, или пришли, или захотели кушать до того, как я, что-то готовлю да. А вот это вот на быструю руку очень даже хорошо. И сегодня, друзья, у нас прекраснейшая погода. Смотрите, еще хочу показать вам, сейчас буду их варить. Разморозила я один морозильник свой, один из 3. У меня 3 больших морозильника. Разморозила кукурузу. Нашла кукурузу, аж 3 пакета. Это прошлогодняя, девочки, друзья, кукуруза.
Недавно одну-две штучки варила, тоже прекрасно себя ведет заморозки. Не вареная. Сейчас я быстренько поставлю варить нам ее, потому что еще 2 таких пакета надо убрать. Их сейчас отварить, съесть. Ну, сейчас я имею в виду сегодня, завтра, на днях. А новую уже заморозить. Ну, для рецептов, как для рецептов? Для заказов, хотела сказать. Все. Значит, это мясо по-французски. А это, ну, у нас вот такая вот типа котлетки, шарлотки называются. Да, мне про шарлотки тоже девочки некоторые писали, что шарлотки бывают сладкие. Вы знаете, название вот именно этих шарлоток к нам, именно ко мне и к Танзиле пришло от магазина «Гурман», где работала моя дочка. У них они назывались шарлотками. Магазин кулинарии «Гурман», он у нас в Назрани и в Карбулаке, по-моему. Короче, это первый магазин кулинарии, который был открыт в Ингушетии. Вот моя дочка там работала какое-то время, но давно. У нее даже есть съемки, которые она проводила, ну, типа мастер-классов, где участвовала тоже Тазила в каких-то этих съемочках. Еще совсем молоденькая. Так что, если даже можете посмотреть, по-моему, просто если забьете для гурманов, может выскочить. Все, сюда, значит, здесь сейчас нужны грибы, лук. Так, по-моему, лук я тоже где-то нашинковала. Вот он. Тоненькими слайсиками, такими теркой по-корейски, которая шинкует капусту. А сюда у меня будет идти зажарка: лук, морковь. Дальше помидоры, майонез и сыр. А тут, как я сказала, вот этот вот лучок, грибы, помидоры и сыр. Послала сегодня сына в магазин, но грибов свежих не оказалось. А у меня есть в заначке всегда вот такие вот грибы. Сейчас их открою. Они очень вкусные. Вчера мы почти, по-моему, мы вчера съели 2 банки. 1 банку таких и 1 банку опять. Очень вкусные, друзья. Вот именно я вам могу посоветовать, чтобы вы купили, если вдруг вы покупаете вот такие вот для рецептов, для рецептов, для приготовления чего-то. Мы всегда в кафе, где я работала, мы тоже работали с шампиньонами вот такими вот, я имею в виду маринованными, не свежими. Она вот такие вот по-французски делала, их клала. И у нас еще было блюдо с грибами типа жюльена, но не жюльен, просто мясо с грибами. Может быть, у меня есть вообще-то на канале, по-моему, но я приготовлю. Просто, девочки, я хочу вам сказать, потому что они бывают многие резиновые какие-то. Они мне очень понравились. Вообще, они мягкие очень. Сейчас я распечатаю, солью водичку, и мы их будем сюда класть. Они как свежие, совершенно как свежие. Их обжаривать не надо. На быструю руку очень хорошо. Вот как-то так. Ну что, сейчас подготовлю, порежу все это, и обратно к вам подключусь. Ну вот, сделала подготовочку сейчас. Так, вот это уже не нужно. Ты для оформления принесла. Да, и я, по-моему, забыла сказать, что заказ у меня был на 2 блюда. Лисет, мы называем его, или блюдо ассорти, которое, короче, собирается у нас из разных продуктов, из разных изделий, вернее. Так, грибочки вот так вот слила. И вы знаете, мои дорогие, вчера приготовила из них салат, вот именно зеленый лучок нарезала, они без уксуса. Зеленый лучок, растительное масло, черный перец, и очень вкусненько, мы с удовольствием поели. Так, ну, рецепты вот эти все у меня на канале есть. Сейчас просто, чтобы с вами побыть, мои хорошие. Так, у меня еще вот перчики были сюда, тоже нужно положить сыр, майонез, но я не буду, я их сейчас поставлю в заморозку, потому что тут очень много мяса, а сыр быстро расплавится, а внутри мясо не будет готово. Поэтому сначала перчики должны быть, интересно, видно, нет, я не вижу, камера у меня повернута. Но минут 20 однозначно должны запекаться, потом положить сыр и минут 5-10 допечь дальше. Так, ну а следующим слоем сейчас быстренько я положу наши грибочки. Вот.
Водичка стекла. Так, вот так вот. Ну, конечно, сюда можно класть и свежие грибы, немножко обжаренные. Вот так вот. Сегодня, друзья, мои дорогие, я не показываю как бы рецепт, да, рецепт есть. Я просто вышла с вами на связь, чтобы с вами поговорить, пообщаться, чтобы не пропадать надолго. Ну, вот есть минутка поснимать, и снимаю для вас. Так что... Так. И знаете, вот хочу просто, может быть, просто там дать совет, да, если хотите, если, ну, насчет заморозок, чего-то. Вот, например, сейчас же у нас очень много женщин работающих и не успевают, да. Например, приготовить вот такие вот блюда, да, ну, не очень долго и немного затрат. Даже вот если без грибов сделать просто как шарлотки. Грибы, как я сказала, вот можно быстро маринованные, не обязательно их покупать свежие и обжаривать. Тоже просто грибы покупайте, конечно, действительно, чтобы не были как резиновые. Они вот кто покупал, знают, о чем я говорю. Они бывают невкусные, как резиновые. Все бывают вот эти вот ножки отходные. А здесь, как видите, вот маленькие, свежие, молодые. Самое главное, вот они маленькие, поэтому вот такие вот нежные, не грубые, нежные. И без ножек. Я знаю, что говорю, поэтому... Вот. Вкус блюда же тоже зависит от многого. А то купим резиновые грибы. И они будут невкусные. Так, давайте быстренько вот так вот без вилки, руками. В перчатках, потому что у меня очень много ран на руках, пока я вот драила, делала генеральную уборку. Как раз у меня закончились эти перчатки. И как назло не было никого из мальчиков дома, чтобы поехали, купили. Магазин у нас все-таки не так близко от меня. Поэтому азелит, конечно, разъел мои руки. Делала генеральную, чистила печки, все эти мои противни, жаровни. Поэтому сейчас немножко берегу свои руки от всякой этой соли, от крови. Хотя мне неудобно в перчатках. Но в последнее время я как-то потихонечку стала к ним привыкать. Уже, по-моему, 3-ю упаковочку покупаю на Валбересе. Вот этот Валберес, наверное, придуман для меня. Потому что я не выездная вообще нелегкая на подъем. Для меня куда-то меня вытащить, это вообще очень сложно. Поэтому, хоть я понимаю, что чуть-чуть какая-то позиция бывает дороже, чем в магазинах, но я покупаю. Ну и когда можно, конечно, и сыновей посылаю что-то купить, но все равно. Так, теперь на шарлотке, как я сказала, зажарка. Если вам нравится зажарочка побольше, не нравится поменьше. Так вот. Разница в том, что вот тут вот зажарка идет с морковка, лук. Посолили, поперчили по вкусу. А тут вот идет сырой лук, грибы. Да, и если хотите, можно и картошечку тонкими слайсами. Но если сразу готовить в заморозку, это уже не пойдет. Вот если сразу готовить, то можно картошечку положить слайсами тоже. Тонко слайсами нарезать. Вот так вот. Так, ну, сегодня суббота, вот на воскресенье, как я сказала, сегодня не надо их сделать, шашлык куриный пожарить. Он у меня сейчас пока в холодильнике, замаринованный. Больше у меня на свадьбу, на сегодня нет заказа. На следующее воскресенье есть у нас заказ на свадьбу. Приедет Танзила.
Я уже соскучилась даже, если честно, по Тензиле. Вот эту вот работу Тензила делала мне, у меня времени оставалось намного больше свободного. Так, ладно, пусть лежит, потом подниму. Нож упал. Так, теперь помидоры. Тензила уже дома. Вот по-французски вот такими вот слайсами помидорки. На шарлотке уже я вон, по-моему, не знаю, видно ли в кадре, кубиком нарезала. Так, Мадина в это воскресенье приехать не сможет. Поэтому заказ будем делать с Тензилой. Тензила руки, я ноги. Как я сказала своей заловке, она с меня смеялась. Тензила руки, я ноги. У нас такой там тут тандем образовался. Ей же нельзя недолго стоять, не поднимать, не с холодным мясом возиться. Поэтому она мне делала вот такие вот работы всегда. Там нарезать, нашинковать, тот же шашлычок порубить, ножом на мелкие кусочки нарезать. Вот эта вот мелкая возня тоже очень много времени все-таки уходит на это. Так, еще помидорка нужна. Вот так. Ой, еще одна. Еще один помидор для слайса резать что-то мне не хочется. Давайте-ка вот так что-нибудь придумаем сюда. В этом году у меня Аишка идет в 1 класс. Я, конечно, не хотела бы этого, но Мадина настаивает на своем. Я не знаю, я бы еще девочке подарила бы год детства. Тем более сейчас такая сложная программа. Но она ее уже из садика забрала. Хотя ей надо было еще год подготавливаться. Сейчас она отдала ее на подготовительные курсы, или как его, я не знаю, платные. И ходит туда. Мы думали, на каникулах она будет у меня, но нет. Приезжает вот. Буквально вчера, позавчера были шашлыки. Ой, шашлыки говорю. Я все про шашлык свой. Как его? Плов делали. Остаться хотелось ей очень, но мама забрала, сказала, ей нужно на подготовительный. И вы знаете, очень дороговато, конечно, но индивидуально она ее отдала. Дорого, честно вам скажу. Для меня, например, не знаю. Но она настаивает, что вот она должна пойти в этом году в школу, потому что в школу она хочет ее отдать сюда, здесь, в наше село, в Кантышево. И какой-то преподаватель набирает первоклашек, и, как Мадина заявляет, это очень хороший преподаватель, она хочет вот именно, чтобы к ней попала Аишка, и поэтому вот готовит ее в школу, не знаю. Мне вообще жалко учеников, настолько сейчас все сложно. Да и дети привыкли к этим. Ой, оказывается, и здесь нет, надо резать все-таки помидорчик. Дети еще к этим телефонам привыкли, они вообще не хотят ничего не слышать, не видеть. Только телефон. Так. И вы знаете, ну просто посоветую или скажу, вот если вдруг
Да, женщин очень много же сейчас работающих. И бывают, да, у меня аж покупают и заморозки, и все. Ну вот, например, если не хотите покупать, очень удобно вот именно вот эти вот мясо по-французски, шарлоточки, вот эти вот запеканочки разные. Дело в том, что вот, ну, час потратили, да, не очень много времени, и заморозили. И все, можете забыть, если, конечно, не хотите сами себе, ну, сами себе приготовить. Я имею в виду для гостей. У нас все-таки на Кавказе всегда для гостя чего-то припасается, потому что у нас в принципе, не обязательно говорить, что это сейчас в последнее время придумали предупреждать, что идут в гости. Ну да, и мне самой тоже хочется, чтобы меня предупредили, потому что бывает, ну, мне из-за того, что у меня бывают заказы, и заказы отменить нельзя, и людей подвести нельзя, и вдруг гости пришли, им же тоже хочется внимание уделить. А так, в принципе, когда приходят гости, и если у тебя вот такой вот именно вот такие вот запеканочки, вот такие вот по-французски, шарлоточки есть, заначки, пока вы с ними общаетесь, буквально, не надо размораживать, не надо ничего делать, буквально, ну, полчаса пусть будет, ставите в холодную духовку, ну, в смысле, не разогреваете духовку, я имею в виду, ставите, потом включаете только. Потому что замороженная, она потихонечку вместе с духовкой оттаивает. И пока вы там общаетесь, пока там хлеб нарезаете, пока вот такое вот, если есть время, конечно, можете и гарнир сделать, любой, картошку, макароны. А если нет времени, оно, в принципе, и самодостаточное блюдо. Любой салатик, любое соленье, да, зимний салат какой-то. И прекрасно вы угостите своих, можно сказать, иногда и для домочадцев можно все это сделать, для себя. Угостите своих родных, близких, своих гостей быстро. Не надо ниоткуда заказывать. Это не очень сложно. Один день, выходной, может быть. Да, конечно, не хочется иногда и людям, которые постоянно работают, и свой выходной тратить на готовку, но все равно приготовленное своими руками по-любому, мне кажется, вкуснее. Хотя для меня лучше, чтобы вы заказывали у нас. Так что могу вам приготовить. Я знаю, что много девочек, женщин у меня на канале с Ингушетии. Если что, у нас будут и такие заморозки постоянно. Я надеюсь, я очень хочу это тоже сделать, чтобы у меня были эти заморозки в наличии в любое время. Именно заморозки, а не готовая продукция. Вот так, вот так. Теперь придется сыр еще натереть, потому что сюда не хватило. Так, сейчас быстрее сначала положим сыр. Общалась с вами, сыр закончился, пошла натирать сыр и сразу же положила на шарлотки. Забыла, что не положила помидор. Вот так вот на шарлотки кубиком помидоры. Так, и вот мне нравится вот этот майонез, и этот нравится, и этот нравится. Он немножко желтенький, а этот как бы белый, сметанный. Вкус сметаны, ну оба вкуса мне нравятся. И делаем сеточку. Так, ну тут, по-моему, дырочка слишком большая. Мне не нравится, когда сетка такая. А здесь какая? Здесь поменьше. Так. И в комментариях, я несколько комментариев читала, что, ну, особенно где вот курица по-арабски. Вспомнила, у меня же еще 3 штуки курицы по-арабски замаринованной стоит, тоже надо. Сейчас покажу, что буду делать. Что очень много майонеза и на этом, и на курице по-арабски, и на этих показывали, что это не полезно. Ну, да, я не говорю, что это полезно, но это же не еда, которую мы, в принципе, едим каждый день, да? Иногда мы только ее едим. Поэтому, кто не ест, лучше, конечно, майонез не класть. Но также можно и домашний майонез приготовить, если вы для себя готовите. И, конечно, на продажу готовить домашний майонез и делать такие заморозки не сделаешь. А вообще у меня
Задумок, конечно, очень много. Хотелось бы делать ППшные заготовки какие-то, потому что очень много людей на правильном питании. Да, мне уже и самой, мне кажется, мне тоже не кажется, а нужно немного ограничить себя в еде. Я поправилась. Теперь в том же весе, в котором была когда-то, когда начала худеть. Все закинула, забросила. Особенно после смерти мамы стала все это заедать. Ем очень много хлеба, сама это вижу, но как-то не контролирую себя. Но надо. Потому что уже снова 82 килограмма, даже чуть-чуть с копейками. Хотя бы надо до 78 скинуть. Много скидывать тоже не хочу. Ну, пока не знаю. К этому надо тоже прийти, подготовиться. Вот такие вот дела мои хорошие. Так вот. Я ваши комментарии читаю, но не всегда успеваю отвечать. Как-то про себя всегда говорю, буду ставить просто сердечки. Быстро поставлю сердечко. Потом на какие-то комментарии хочется именно ответить. Думаю, потом отвечу спокойно. Нет, не получается. Поэтому вы не думаете, что я вас не читаю. Я всех вас читаю. И кто хорошо пишет, и кто плохо пишет. Пускай пишут. Пишут, значит, смотрят. Всем мил не будешь, всем правильным тоже не будешь. У каждого, как мне написали, у каждого есть свое мнение, да. У каждого есть свое мнение. Пускай пишут. Просто лишь бы не писали оскорбления, остальное пускай. Оскорбления, конечно, я не потерплю. Ну вот, если сейчас имею в виду, если у меня будет заказ сета, ну, блюда ассорти, которые мы собираем, у меня подготовка кое-какая есть. Так что я буду более-менее подкована. Могу сразу, если вдруг закажут, поставила в духовку и все, вперед. Вот такая вот красота. Мне нравится моя сегодняшняя работа. И разговор с вами. И работу сделала, и приятное время провела. Надеюсь, вам тоже было приятно со мной пообщаться. Так, девочки, пока я делала заморозку, у меня и кукурузка сварилась. Сейчас, пока она немножко остынет, я положу в морозилку мясо курицу по-арабски. Все время путаю курицу, мясо. Курицу по-арабски, короче, друзья. Она у меня тоже была заморожена для этого заказа. Но я тоже сделаю себе такой вот полуфабрикат, можно сказать, чтобы сразу можно было жарить. Так, тут у меня оставались сухари разные, я их перемешала. Так. Тоже удобная вещь, мои хорошие, если вы хотите. Курица по-арабски у меня тоже есть на канале. Отбили, замариновали. Вот так вот можете в сухарях обвалять и в морозилку. Потом жарить и делать все, что с ней нужно. А можно даже сейчас пожарить и уже вот практически готовое блюдо тоже положить в морозилку. А потом уже достать, положить сыр, орехи и запекать. Все, сейчас. Вот если такой кусочек, то ничего страшного. Вот так вот вместе соединить. Потом, когда уже мы будем сюда класть сыр на него, он как бы склеится и будет одним целым. Вот так вот. Все, это тоже пошло в заморозку. И тоже действительно, если вдруг закажут мне это блюдо, сет, который мы собираем из разных блюд, то у меня есть для одного сета заготовка вот такая вот. Вообще у меня в планах сделать эти заготовки и заморозки и для себя, и на продажу. И в принципе, как я сказала, планов очень много. Но посмотрим, что мы из них осуществим.
Друзья, перчики я все-таки решила нам приготовить на обед. У меня есть на первое суп вчерашний, но я боюсь, что вчерашний суп не все у меня поедят. Так что мы давно не ели перчики. Сейчас быстренько поставлю. И, как я сказала, минут через 20 положу сыр с майонезом. Сюда мы немножечко нальем водички. Чтобы перчик пропарился. Духовка уже включена. Ну, где-то на 180 градусов. Минут на 20. 20 минут постояли у нас перчики. Положила сыр сверху. Теперь будем делать сеточку. Ой, не хочу на штатив ставить одной рукой. Ну, сейчас сделаю и покажу. Надеюсь, теперь допекаем дальше. Сделала быстро малосольные огурчики. Сейчас мальчики будут идти на работу. Пока супчик поедят, пока будут запекаться мои перчики. Так, ну и вот наши перчики тоже готовы. Но немножко передержала. Но я люблю вот такой вот с красной корочкой. Все, будем обедать дальше.